Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, давайте сегодня погадаем на вас и узнаем, как пройдет для вас первый месяц лета, что будет происходить с вами в вашей личной жизни, с кем будут встречи, с кем знакомства. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что ждет меня в июне, с кем будут встречи, с кем знакомства, да и вообще, что будет с моей личной жизнью. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы будут моими руками. Что сейчас скрыто, так, интересно. Давайте я скажу для тех, кто у меня в паре, в браке, у кого есть отношения. Смотрите, мои хорошие, вот первый месяц лета, он для вас будет непростым. Здесь вам придется с вашим партнером договариваться. Будет очень много у вас разговоров, какие-то планы, что-то вы будете делать, разрабатывать стратегии, во что-то вкладываться. Вы будете работать над своими отношениями и над своей семьей. Вот просто посмотрите, да, вы и мужчина, вы вместе вот что-то лепите, да, делаете, создаете, а в голове у вас семерка. Семерка – это достижение, это победа, это сила, это стремление, это результат. Вот к этому вы будете идти. Кто-то будет заниматься переездом, кто-то ремонтом, кто-то покупкой, кто-то продажей, кто-то бизнесом своим займется, кто-то будет решать какие-то более глобальные вопросы, задачи. Но тем не менее, я вижу, что будет очень много дискуссий, много будет разговоров. Не всегда они будут мирными. Да, возможно, будете спорить, возможно, будете там толкаться, бодаться, но тем не менее вы все-таки договоритесь. И то, что вы запланировали, либо то, что вы там придумаете себе в начале месяца, либо сейчас придумаете, вы добьетесь в этом большого успеха. Цифра 7. Если вы думаете, как мне поступить, оставаться в отношениях или уходить, конечно же, оставайтесь. Есть еще потенциал у ваших отношений. Что-то хорошее придет именно для двоих, не для одного, для двоих. Так что, мои хорошие, что затеяли, все получится, все будет замечательно. И даже если придется поругаться, пободаться, это не страшно. Это все можно пережить, что-то можно принять, а что-то можно, скажем так, выбить, да, выгрызть. Тем не менее, продуктивно вы будете заниматься. Так, еще в паре, в браке могут быть претензии к женщине по поводу ее семьи, подруг, родственников, близкого окружения. Это какая-то своеобразная ревность, претензия, да, мужчина может говорить, что вот ты не занимаешься домом, но при этом ты там с подругой, либо ты там с мамой, ну, с кем угодно, да, проводишь много времени. Типа он вину вам что-то ставит. На самом деле это самая обычная ревность. Ревность, когда он видит, что вы, ну, по-доброму, по-хорошему говорите, что вы действительно там интересуетесь жизнью ваших близких, вашего ближайшего круга, а вот он чувствует, что он не в удел. То есть он может ревновать, он может даже что-то придумывать, специально придумывать, может даже как-то вас распылять, да, чтобы вы на него больше внимания обращали. То есть такие приступы у мужчины будут. Что касается вас, ну, не будьте такой резкой, наверное, и не стоит рубить с плеча. Когда вам хочется ему что-то высказать, либо в чем-то его, ну, скажем так, рассекретить, да, несколько раз подумайте, потому что он какой-то прям в первый летний месяц будет очень восприимчивый к критике и как-то прям будет реагировать, ну, как ребенок обидчивый, да, будьте поаккуратней. Видите, у него голова дырявая выходит, что-то с ним происходит. Какой-то переломный момент у мужчины может быть в жизни. Да, он станет лучше после него, но
Все-таки придется что-то пережить. Так, и еще для тех, кто в семье, у мужчины над головой вот выходит такой ишак. Это не лошадка, это прям ишак, потому что уши длинные, потому что хвост торчит. Ну и по тельцу тоже понятно, что ишак. Возможно, вашему мужчине будет предложение по работе, либо он устроится на работу, где ему действительно придется ишачить. Вот он будет приходить, там уставший, будет вам рассказывать, как ему там тяжело, как ему это все не нравится, как он там задолбался. Вы, девочки, его поддержите, простимулируйте, обозначьте ему, да, цели, для чего он ишачит, чтобы ему было немножечко полегче. Вот, может быть, вы ему верить не будете, может быть, он у вас там нерадивый, да, либо там был пойман на лени, но вот это правда, ему придется ишачить, и нужно будет его и покормить, и, возможно, даже где-то смягчиться и поддержать. Вот это будет важно. Так, давайте теперь поговорим про тех, кто у меня свободные, как ветер в поле. Но здесь очень интересно будет складываться события. Во-первых, у вас летом какая-то гиперактивность начнется, что-то у вас вот интересненькое будет происходить. То ли какой-то вы найдете себе коллектив, может быть, какую-то группу по интересам. У вас идет очень много знакомств, как с мужчинами, так и с женщинами. Вы будете на каком-то почетном месте. Не знаю, вы удивите людей своими талантами, своими способностями. Может быть, вы вообще человек с именем, да, то есть о вас знают и говорят. Вот вас как специалиста, возможно, пригласят для проведения какого-то курса, либо для того, чтобы вы передали какие-то знания, либо, может быть, вы случайно попадете в место, где почувствуете себя в своей атмосфере, где вам захочется остаться, вы там разговоритесь с людьми, возможно, у вас есть чем действительно поделиться, либо какие-то, может быть, идеи внести. То есть у вас какое-то идет место, либо новая позиция в жизни, когда вы чувствуете себя, вот прям, во-первых, на высоте, да, во-вторых, очень много глаз на вас смотрят и очень много ушей вас слушают. То есть интересные собеседники, блистать будете собой, своими знаниями будете блистать, ну и, соответственно, новые знакомства. По новым людям, кто идет в вашу жизнь, если кто для личного. Честно скажу, больше для дружбы. Больше для дружбы идут мужчины. Такое, знаете, пообщаться, подружиться, там, как бы, в принципе, оно нормально. А вот для личного нет. Нет. У вас какой-то вот мужик тянется, к вам тянется. Такой, знаете, как непутевый, что ли, какой-то. Женщина любит очень сильно. И он к вам прям тянется и будет тянуться, будет вас, смотрите, куда-то там дергать, звать, приглашать, навязывать вам свое общество. Но, честно, вам он не нравится. Нет, он вам не нравится. Скорее всего, вы его пошлете. Так, здесь вот что-то плохое закончится в отношениях. Здесь у меня, смотрите как, есть женщина, которая страдает. Страдают от того, что мужчина с другой женщиной что-то вот творят, как-то эту женщину обижают. Может быть, мужчина с соперницей, а может быть, мужчина с мамой своей. Что такие нехорошие люди, ушлые, знают, что у этой женщины никого нет, да, заступиться некому. И вот они ее все время долбут, что-то к ней приходят, как-то ее там всячески донимают. Если это вы, это ваша ситуация, смотрите, тут на мужчину нож падает. То есть на мужчину идет какой-то суд. Либо его по закону как-то, знаете, вот прям скрутят в бараний рог. Может быть, он там в чем-то виноват, либо что-то делал плохое. Но вот над ним нож висит. Но это нож правосудия. Что-то с ним будет происходить. В общем, смотрите, в июне они к вам приставать не будут, потому что они будут заниматься тем, чтобы этого мужчину спасти. С одной стороны, это отместка за вас, а с другой стороны, это вам время на то, чтобы вы в себя пришли. Почему? Потому что у вас идет защитник. Вот защитник откуда-то издалека он к вам идет, и он на какой-то прям волне влетит в вашу жизнь. Не знаю, что это. Может быть, вы отдыхать где-то будете, на море познакомитесь. Человек на волне почему-то. Волна. Что может? Может, это название чего-то? Волна. Знаете, этот мужчина, он в вашу жизнь идет для того, чтобы действительно за вас заступиться и вас от чего-то защитить.
У него еще, смотрите, цифра 1 над головой. Ну, такой крутой мужик. И действительно идет с чем-то важным для вас, для вашего будущего. Он вам поможет чего-то добиться. Добиться либо победы, либо справедливости, либо каких-то денег, не знаю, как-то пробиться, может быть, куда-то. Ну, такой неплохой. Но вы так с ним вроде как дружить будете. Дружить, общаться. Про любовное не вижу, честно говорю, не вижу. Но, в принципе, тоже неплохо. Смотрите, девочки, но у вас этот месяц, вот что для одних, что для замужних, что для свободных, он идет какой-то больше на решение ваших основных задач, на ваше продвижение, на ваше развитие. То есть любви как таковой я здесь у вас не вижу. То есть кто у меня уже в отношениях, ну, будете продолжать, будете в том же темпе идти, продвигаться к вашему сближению. То есть я не вижу, что прямо у вас тут что-то произошло такое мега серьезное. Те, кто свободны, ну тут прям выбор такой у вас будет. Не могу сказать, что прям кто-то понравится, но и не скучно будет вам. Вы прям как-то собой больше будете заниматься. Для тех, кто в тяжелой ситуации, вот, пожалуйста, помощник на пороге. Для тех, кто в браке, ну тут дел не в проворот, какая тут романтика, какая любовь. Дела бы переделать, вы прям полностью туда фокус свой переведете. Для тех, кто сейчас общается, отношения вяло текущие, но они у вас так и будут продолжаться. То есть кто вот переживает, что да, там мужчина не особо активный, а вы активная, вот скажите, честно себе скажите, вы активно к этому мужчине проявляетесь, может быть, какую-то инициативу там проявляете, что вы делаете. Он на вас смотрит и думает, ой, сейчас я поспешу, она меня пошлет, и все, я ее потеряю. А вы тоже так думаете, ой, если я сейчас ему что-то там проявлю, да, как-то ему покажу, значит, он там подумает, что я доступная, там, поверхностная, да, и от меня еще откажется. Как будто бы друг друга боитесь. Ну, камон, ребятки, это уже просто смешно. Ну что, как отношения строить? А если вы детей захотите, вы тоже так будете долго собираться, запрягать? Знаете, кто-то все-таки должен взять инициативу, и я почему-то думаю, что вы, потому что мужчина с каким-то обожанием на вас смотрит, с таким, знаете, сердце прямо останавливается, да, и дыхание перехватывает. Лишний раз там, извините, вздохнуть боится, чтобы вас там не напугать и не потревожить. А вы тоже прям такая скромница, ну, это совсем уж никуда не годится. Хотите, чтобы отношения развивались, так давайте, двигайте ваши отношения, раскручивайте ваши эмоции, вашу любовь. Само собой не случится. Нет, это не тот мужчина, да и вы не та женщина. Все-таки надо немножко постараться для того, чтобы вы, да, действительно сближались как можно плотнее, быстрее и активнее. Так, кто-то у меня в интернете переписывается, но, опять же таки, переписка будет, но там какие-то осложнения могут быть со свиданием, да, чтобы вы поехали, либо чтобы к вам приехал. Ну, будете тоже об этом думать, переписываться. То есть желание тут сильное, там, встретиться, лично повидаться, пообщаться, там, погулять, да и не только, но почему-то вот дорога, ну, такая прям сложная идет, витиеватая, сложная, с какими-то перепонами. То есть, может быть, время еще не пришло. Не пришло время на вот эти личные встречи. У кого-то встреча состоится таки, да, с какими-то невероятными усилиями, но она будет такая, знаете, вот присматриваются люди, будут очень аккуратны и осторожны в словах и в действиях. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, кто ждет мужчину, чтобы мужчина вернется? Мужчина, который пообещал. Честно, он хотел бы вернуться, и он все для этого делает, но, скорее всего, не в этом месяце. То есть его там кто-то держит, где он находится. Либо дела, либо какие-то обязательства, обязанности. То есть сейчас все выглядит просто. Да? Дорога открыта, вот бери, поезжай. Но когда он соберется, да, может быть, даже чемодан соберет, вот что-то прям как выстрелит, и ему придется остаться. Ну нет пути, нет какой-то возможности. Мои хорошие, ну что,
Я вижу, что будете по большей части заниматься собой, своей жизнью, будете развиваться, будете вот прям, ну, у девчонок много времени, вот прям вот тех, кто свободные, кто там в ожидании, займитесь, пожалуйста, своим саморазвитием. Вот прекрасное время для того, чтобы ставить цели и добиваться. Пусть даже не самые там значительные, но тем не менее. Займитесь своей внешностью, займитесь своим здоровьем, может быть... Ну, я не призываю там к диетам, я призываю к здоровому образу жизни. И, конечно же, не отказывайте себе в мелких радостях. И все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.